Доброе утро. Текущая паводковая ситуация по республике на 9:00 сегодняшнего числа. На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Хангаласского и Алекнинского районов. Нижняя кромка ледохода достигла у нас границы Хангаласского района. У села Исить вчера начался ледоход. Сегодня на утро у села Катыл-Джура и села Синск наблюдается густой ледоход. По линии Покровский-Якутск у Табагинского мыса наблюдается подвижка льда. Ледоход ожидаем 16-18 мая. В Намском районе ожидается ледоход 18-20 мая. В районе острова Кылах, это Алекминский район, планируется сегодня проведение взрывных работ для устранения образовавшегося затора. Между тем, в Алекминском районе по состоянию на 7:00 сегодняшнего числа начался незначительный спад воды на участках у села Первый Нерюктянинск, Хоринцы и Хатын-Тумул. У города Алекминск наблюдается спад уровня воды до 770 сантиметров, при критическом 1250 сантиметров. В Алекминском районе в зоне затопления остаются низменные участки населенных пунктов Первого Нерюктянинского и Второго Нерюктянинска, а также частично остров Кылах. Выполняется весь необходимый комплекс превентивных мероприятий. Администрация муниципального образования подготовлены и развернуты 7 пунктов временного размещения граждан. Пункты обеспечены всем необходимым для обеспечения жизнедеятельности населения. Проведено отселение населения в количестве 379 человек, в том числе 55 детей. Из них в пунктах временного размещения размещено 99 человек, в том числе 32 ребенка. На реке Алдан нижняя кромка ледохода достигла границ села Черектей у Селданского района. У села Дагдал наблюдается поднятие уровня воды на 120 сантиметров. И в усевом участке реки у села Батамай суточный рост уровня составил 6 сантиметров. И наблюдаются уже подвижки льда. На реке Вилюй в районе устья реки Марха образовался затор. Ниже по течению имеются потенциально опасные места затора на участке Саха-Арыта. Решением КЧС Нюрбинского района населенные пункты, подверженные угрозе затопления, это город Нюрба, Октябрьский наслег, Жарханский наслег, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Под угрозой затопления в данных населенных пунктах 24 домовладения, 197 человек населения, из них 31 ребенок. В данных муниципальных образованиях ведутся мероприятия по временному отселению граждан из затапливаемых территорий. Также вследствие повышения уровня воды реки Нюрбинка, подпор как раз образовался в районе впадения в реку Вилюй, затопило мост, связывающий микрорайон Убаян и город Нюрба. Также ледоход отмечается в пределах Нюрбинского района, у города Нюрба отмечается редкий ледоход. На участке Верхневилюйск-Вилюйск уровень воды за сутки понизился на 4-5 сантиметров. У села Верхневилюйск отмечается разводье и навалы льда, а у города Вилюйск средний ледоход. На участке реки Яна, Верхоянск-Сайды и ее притоков в пределах Верхоянского района преобладает рост уровня воды различной интенсивности. Отмечается вода на льду и закраины. На участке реки Колыма, Зырянка-Среднеколымск суточный рост уровня воды составил от 20 до 40 сантиметров. И сегодня у поселка Зырянка наблюдается подвижка льда. 16-17 мая осуществится вскрытие реки у поселка Зырянка. Ожидается подтопление взлетно-посадочной полосы порта поселка Зырянка. В целом ситуация контролируемая. Для реагирования в устьевом участке реки Алдан в готовности к реагированию находится 1 вертолет и бригада взрывников. Также планируем сегодня перебросить оперативную группу Колыма-1 и Колыма-2 по зонам ответственности поселки Зырянка и город Среднеколымск. Также я хочу обратиться к жителям населенных пунктов, подвергаемых затоплению. Прошу принять подготовительное мероприятие, заблаговременно отселить детей, женщин, маломобильное население, безопасные зоны, позаботиться о животных, отогнать их на возвышенные участки, подготовленные заранее пункты временного содержания скота. Ну и в период ледохода нашим охотникам следует воздержаться от выхода на пойменные и затапливаемые участки рек. Спасибо. Спасибо.